Доброго времени суток, здравствуйте, с вами сегодня Астарта Сантиатара, и мы делаем сегодня с вами расклад на короля на неделю с 19 по 25 августа. Перед вами три варианта, три короля. Выбирайте какой: червовый, бубновый, либо трифовый, либо просто циферки 1, 2 или 3. Посмотрим его мысли, чувства и действия на неделю на эту. Еще небольшой анонс. Хочу сделать цикл раскладов, именно цикл, чтобы посмотреть ситуацию измен в отношениях. Буду делать, скорее всего, на этой неделе, так что следите за моими видео, подписывайтесь на мой канал, и я приступаю к варианту номер 1. Надеюсь, вы уже выбрали свой вариант. Если нет, то поставьте видео на паузу. Приступаю к варианту 1, королю червовому. И, дорогие единички, и король червовый, и партнером к вам я выбрала даму бубновую. И смотрите, что сейчас для него самое главное. А самое главное для него сейчас в ранней дороге его был разговор с вами. Также в голове у него в мыслях какой-то важный разговор в ранней дороге, свидание с вами. И сильный какой-то также важный разговор у него был с королем трифовым. И также он получил какие-то новости через ваши хлопоты. И для него важен этот король трифовый. Он и в голове у него, и в ногах. То есть и в сознании, и в подсознании он содержит вас и короля трифового. Кто это, мы увидим дальше в раскладках. И далее смотрим мы, что у червового короля на сердце. На сердце у него ранняя дорога трифового короля, либо трифовой дамы. А под сердцем какие-то у него сильная злость и переживания. На кого мы пока не знаем. В голове у него был, как мы видели в предыдущей раскладке, большой серьезный разговор, встреча с королем трифовым. И также свидание с ним. Ну, видимо, это какие-то деловые переговоры, потому что у нас это трефа. Здесь, скорее всего, какие-то деловые вопросы он решал, и были важные для него переговоры. В ногах у него, опять же, казенный король, вы и хлопоты этого трифового короля. Опять же, вопросы бизнеса, карьеры, какой-то, скорее всего, здесь казенный король, тут казенными королями может быть кто угодно: врач, юрист, нотариус, все что угодно, там работник ЖКХ и так далее. И хлопоты этого трифового короля. Но вы у него, смотрите, уже в сознании, в подсознании вы у него уже сразу и выпали, то есть вы для него важны. Что было в прошлом? В прошлом, в его ранней дороге, у него опять же был разговор, и переживал он за этот разговор с трифовым королем. Для него прям вот дела и вопросы, связанные с трифовым королем, прям очень и очень важны сейчас, на данный момент, и он только об этом и думает. Также какой-то он получил нечаянный интерес, за свои какие-то новости, да, какие-то известия, за себя, то, что его волнует, то, что его тревожит. И также у него были в прошлом ваши любезности и новости, какие-то бумаги через вашу любовь, через ваши любезности. Возможно, здесь чем-то вы ему помогли. Что будет в будущем? А в будущем будет у нас этот трифовый король, и вы, ваш червовый король, к нему со своим интересом, со своим свиданием. Этот трифовый король тоже к нему со своими чаяниями, надеждами. И в ранней дороге вы получите от своего червового короля какие-то любезности, какие-то подарки, может, бонусы, сюрпризы, комплименты и так далее. Также смотрите, что важно для него сейчас. А важно для него сейчас некая дама трифовая в какой-то поздней дороге. Будут ее хлопоты,
и разговор с вами. Здесь, скорее всего, эта дама трефовая может быть какой-то родственницей. Ой, простите, все напутала. Почему трефовая дама? Все в голове смешалось. Заново давайте. Здесь важно для него его чаяние и надежды, и вот в дальней дороге куда-то в будущем. Либо он будет с вами разговаривать за будущую жизнь, за его интерес, за ваш интерес, и он будет за этот разговор хлопотать. То есть, смотрите, здесь на сердце мы видим, что он переживает за этого трефового короля, да, и прям какая-то злость и раздражение у него еще под сердцем. Но и вот здесь мы посмотрели с вами прошлое, посмотрели в будущее, о чем он думает. Вот. И самая главная линейка, здесь в самой главной линейке выпали вы и его чаяние и надежда. Смотрите, дама червовая, это его чаяние и надежда вашего червового короля. И свидание, разговор с вами в дальней дороге. И он за эту дальнюю дорогу будет сам хлопотать. Для него это прям вот важно. На сердце у него в данный момент вот эти карты из всей раскладки для него сейчас самые главные. Будущее, то, что будет, мы посмотрели. Прошлое, что было, мы тоже увидели. Но и вот самая главная линейка, она вот она. И сейчас мы далее посмотрим, чем же все это на этой неделе у него закончится. И, дорогие мои единички, смотрим, что самое главное для него. А для него самое главное ваша совместная ранняя дорога, и он к этой дороге со своей любовью. То есть вы для него важны, и он прям содержит ваше на сердце, и ваша совместная какая-то дорога, вы куда-то с ним поедете совместно. Я не знаю куда, может быть он вас пригласит куда-то, это будет какое-то приятное свидание, ужин при свечах или что-нибудь в этом роде. Для дома, что у него в доме? А в доме он важен для него разговор с этим трефовым королем. Никуда он от него не деется, то есть в доме он будет, если живете вместе, то в вашем совместном доме он будет только и думать, только и обсуждать, и разговаривать, какие-то решать вопросы, возможно, даже где-то скандалить с этим вот трефовым королем. На сердце у него, во-первых, это все дальние дороги, какие-то, видимо, деловые вопросы все-таки с этим трефовым королем у него есть. Разговор с вами и любезности этого трефового короля. Либо вы с ним будете обсуждать любезности этого трефового короля и дальнюю дорогу. Что было? Был у него нечаянный интерес через свои хлопоты, он получил нечаянный интерес к этому казенному некому королю. Что будет? А будете вы. Будут хлопоты этого трефового короля, простите, и он будет злиться на эти хлопоты этого трефового короля. Что-то, чем-то он его не угодил. Что у него при пороге? При пороге это то, что будет вот в ранней дороге. У него он будет переживать и хлопотать за какие-то свои интересы, за какие-то свои бумаги, за какие-то свои дела, свои хлопоты. И успокаивается его сердечко, значит, его же чаяниями и надеждами. То есть смотрите, что мы видим. Полная картина. Мы видим, что для него важны вы со своей любовью, отношения с вами на этой неделе, и также дела, какие-то переговоры с неким трефовым королем. Есть какой-то, конечно, и казенный король, но мне кажется, это такой перевалочный пункт. Там какие-то вопросы тоже будут решаться, но самое главное у него, его интерес, конечно, этого трефового короля. И вот такая неделька будет у нас у единичек, у королей червовых. Я желаю вам хорошей недельки, благополучной, чтобы все получалось, чтобы все дорожки были открыты, были ровными, без всяких ухабов, камней, препонов и заторов и так далее. И перехожу к варианту номер 2, к королю бубновому.
Итак, двоечки трактую для вас и король бубновый, и партнером для него я выбрала даму трефовую. Итак, смотрите, что для него важно сейчас на данный момент. На данный момент у него какие-то червовые хлопоты и казенный король. То есть он переживает, эмоционирует за некого казенного короля. В голове у него также разговор крупный, большой, в свидании с королем трефовым. И в ногах у него его хлопоты, его чаяния и надежды. Видимо, надеется он все-таки на этого короля, потому что он у него в голове, на короля трефового. И дальше посмотрим, что же у него там было и будет. И, дорогие двоечки, ваш вариант и король бубновый. И на сердце у него какая-то дальняя дорога, или он переживает о жизни своей, о своем будущем. И под сердцем какая-то его ранняя дорога, то есть то, что было с ним, произошло с ним вот-вот. В голове у него какая-то некая дама червовая. Кто это, я не знаю. Если у вас есть какая-то недоброжелательница, соперница и так далее, это может быть она, но это при условии, если вы об этом знаете точно. Если нет, то это может быть кто угодно. Мама, сестра, тетя, дядя, бабушка, тетя, бабушка, в общем, женщина любая. И любезности ваша любовь, но почему-то на вашу любовь он раздражается и злится. В ногах у него, то есть это сознание, в подсознании у него нечаянный интерес к вам и к вашему интересу, то есть к вам. В общем-то, у него интерес. Либо здесь еще может быть интерес этого трефового короля, потому что мы видели его в первой раскладке. В общем-то, в ногах у него интерес к вам и к некому трефовому королю. Скорее всего, это рабочие какие-то моменты деловые. Что было прошлое? А в прошлом у него была эта дама червовая, свидание с ней через... была дама червовая просто, и было свидание с вами. Вас я назначила, как я уже и говорила, дамой трефовой. Также у него был какой-то разговор с самим собой. Что-то он там переживает, эмоционирует, злится на себя. Не знаю почему. И также в ранней дороге он был к вам со своей любовью, со своими любезностями. Что будет у него в будущем? Вот эта сторона, правая, в будущем. Пусто к нему, и для него этот казенный король. И пусто для него этот трефовый король. Но вот если казенный король вообще для него как 0, 0, пустое место, то трефовый король и ваша надежда уже не так. То есть он сильно за это не переживает. Также будет хлопотать он за свидание с этой червовой дамой. И также в ранней дороге будет он злиться на эту червовую даму. Также, возможно, в ранней дороге эта червовая дама принесет ему какие-то сплетни, какие-то такие разговоры неприятные, некрасивые. Вот она ему об этом может и рассказать. Сейчас посмотрим, чем все это дело закончится для наших королей бубновых. Ой, двоечки, забыла сказать самое главное, что для него сейчас. А самое главное, смотрите, какая у нас вырисовывается картина. Здесь мы видим, что он получит какие-то новости от этой дамы червовой в разговоре с ней, через ее любезности, через ее интерес. То есть эта дама червовая принесет ему какие-то новости, и для него важны ее любовь и ее интерес. Ох уж эта дама червовая, не знаю, кто это, решать вам. Но он содержит ее сейчас, для него она очень даже важна. Я бы сказала, вот
на этой неделе она в центре его внимания. И сейчас посмотрим, что же будет конкретно уже на этой недельке с нашим королем Бубновым. Двоечки, и посмотрим, что же будет с нашим королем Бубновым. Для него сейчас самое главное на этой неделе будет поздняя дорога, но почему-то это для него пусто. И также его любовь сейчас для него пусто. Либо здесь какие-то мелкие денежные поступления, но это тоже для него пусто. Ну вот как-то человек, видимо, будет на этой неделе расслаблен как-то. Не то, не сё. В доме что у него? А в доме у него та самая дама червовая, о которой мы говорили, и ее троечки, вариант для вас, и король треф. Что для него сейчас важно? Важно сейчас для него какой-то казенный король и какое-то некое приятное свидание эмоциональное. В голове у него бубновый король, но для него пусто. И также какие-то эмоции, любовь, свидание и так далее. В ногах он со своим интересом, со своими хлопотами, за какие-то бумаги, за какие-то новости, которые он получил. Что-то для него сейчас вот важно. Сейчас посмотрим, что там у него дальше. Итак, дорогие троечки и король трефовый, партнером для вас я назначила даму Бубновую. Поправлю. И что ж у него на сердце? На сердце ваш интерес. И какое-то получение какой-то крупной суммы денег. И под сердцем разговор с вами. В голове у него какой-то важный разговор будет с дамой червовой и любезности дамы червовой. Что-то он обдумывает, ее содержит в своих мыслях. В ногах у него поздняя дорога. Вместе с вами, точнее, смотрите, в ранней дороге он будет думать за позднюю дорогу, за будущее с вами, скорее всего, либо за какую-то поездку, которая будет ближе к концу периода. Что было? Переживал он за разговор с некой дамой червовой, либо с королем червовым. Здесь вот кто такие черва, нужно, вы знаете сами, либо это могут быть родители его, либо ваши. И переживал он за разговор с ними. Также были ваши любезности и злость на ваши любезности, либо он от вас получил какие-то сплетни, какие-то новости вы ему рассказали такого вот характера, сплетни, интриги, расследования и так далее. И также был разговор вот с этой червовой четой. Кто это, вы сами знаете. Что будет? Будет у него свидание и злость на интерес вот этой вот червовой четы. Кто это, я не знаю, думаете сами. Это могут быть родственники, либо друзья, какая-то пара, либо коллеги по работе и так далее. И будет в ранней дороге еще ваши хлопоты у него. Также здесь казенный дом и свидание с вами в казенном доме. Скорее, это может быть, правда, свидание. Может, он вас куда-то пригласит в кино, в театр и так далее. Либо это посещение там совместный поход там, к нотариусу, либо в поликлинику, либо в суд. Там, ну, в общем, какие-то такие дела. И самая главная линейка для него на этой неделе, смотрите, это вы, некий казенный король. И вот он, казенный король. Ой, простите. Вы, некий казенный король, ваши чаяния и надежда, и он к вам со своими чаяниями и надеждой. Тут уже совместные ваши хлопоты. Вот это самое главное, самая важная линейка на этой неделе, которая для него важна. Так что, милые троечки, содержит он вас на своем сердце на этой неделе. И сейчас посмотрим, что там у него будет, чем все это окончится. И троечки, король трефовый. Что для него важно?
А здесь, смотрите, что-то он прям сильно переживает, сильно злится на вас, на ваши чаяния и надежды. Что-то вы ему как-то вот не угодили, либо что-то не то сказали. Может быть, вот те новости, которые вы принесете ему, для него как-то вот они его покой-то и нарушат. Для дома. Для дома здесь его чаяния и надежды. Вот это опять же червовая чета, которая его не покидает, что они от него хотят, непонятно. И ваш интерес, и также для дома, скорее всего, здесь он может получить зарплату, премию и так далее и тому подобное. Какое-то поступление денежных средств, но в крупном размере. На сердце у него злиться он будет на вас в ранней дороге и на разговор с вами. Что было? Был, скорее всего, вот с этой червовой четой, да, они обсуждали вас, либо скорее всего, да, они с этой червовой четой обсуждали вас, с этой, скорее всего, и дамой Бубновой. И вы, господи, да, он обсуждал с этой дамой червовой вас, были вы, и также интерес этой дамы червовой или короля червового. Вот что-то где-то как-то они пересекаются. Что будет? А будут любезности этой червовой дамы или червового короля, ваши хлопоты и свидания. Либо вы будете хлопотать за свидание с ним, за какую-то встречу. При пороге, что вот, который вот, что случится, что будет. Будет король червовый и большой, прям крупный у вас разговор. Как-то вы будете выяснять отношения или решать какие-то важные вопросы. Но тут, скорее всего, к сожалению, наверное, будет скандал, какая-то ссора, недомолвка, склоки. Успокаивается он дама червовой. И, дорогие троечки, если это дама червовая, вы точно, конкретно знаете, что это соперница-разлучница, то это может быть она. Если нет, то нет. Вообще это нужно, конечно, делать уже индивидуальный расклад и смотреть, есть она или нет, а может быть это просто, не знаю, врач, к которому мы вместе ходили, либо его какая-то родственница болеет, либо еще что-то. Вот, это был третий вариант. Желаю вам, конечно же, счастья, гармонии, любви взаимной. Пусть будет все ладно и складно на этой неделе. Пусть дороги ваши будут прямыми и результативными. И всего хорошего. Прекрасной вам недельки. Если расклад вам понравился, подписывайтесь на мой канал. Заходите в Инстаграм. До скорых встреч. С вами была Астарта Сантья Тара. До свидания.